высоко, и ветер гуляет холодный, дышится мне так легко и свободно, и свободно, и свободно, и свободно. Там, где солнце светит высоко, и ветер гуляет холодный, Дышится мне так легко и свободно. Там, где солнце светит высоко, и ветер холодный, дышится мне так легко и свободно, и свободно. Там, где солнце, там, где солнце, там, где ветер, мне легко. Все телезрители вам аплодируют. Итак, группа Чупиковы и Мухин. Ну что, добрый день. Большое спасибо, что вы пришли к нам. Ну и, конечно же, Дима, я специально тебя не представил, это специально, но до этого я бы хотел нашим телезрителям сказать, что мы 12 сегодня мая, пятницу, хотели сказать итог нашего розыгрыша, который был прошлую пятницу. Но об этом я вам скажу в Инстаграме. Обязательно заходите, посмотрите. И вот эти замечательные два билета вы получите на наш концерт в Джакале. Он ждет вас 20 мая в Триумфе. Приходи обязательно. Ну что, дорогие наши замечательные, большое спасибо, что вы пришли к нам. Я бы хотел представить наших гостей. Итак, Андрей Чупиков, также Оксана Чупикова, Евгений Мухин и Дмитрий Стефанов. Ну что, большое спасибо. Давайте я сяду как-нибудь здесь вот так, потому что дойти до вас сложно. Ну что, расскажите, пожалуйста, все-таки эта песня, эту песню мы увидим в клипе, а клип будет через некоторое время для наших телезрителей. Я делаю такой короткий анонс. Андрей, ну хватит молчать, расскажи, пожалуйста, про свою группу. Так, ну у нас творческое объединение, наверное, так это правильно назвать. Группа это не назовешь, потому что вот такой симбиоз у нас получается из творческих людей. Музыкой мы все давно занимаемся, а история конкретно данной песни, она вообще достаточно тривиальная, потому что мы с Оксаной Викторовной прошлым летом гостили в Москве у друзей, и вот я приобрел себе гитару очередную, и прилетев в Якутск, мы решили попробовать просто поэкспериментировать, как она звучит в записи, и пришли к Евгению Мухину, к нашему старому другу, вот, начали что-то наигрывать, начали что-то записывать, и в итоге, ну вот путем коллаборации мыслей у нас получилась какая-то мелодия. Эту мелодию мы начали развивать, подумали, что бы из нее сделать, и решили сделать мантру. Мантра — это такая, ну, по идее, глубокая штука. Да, объясни, нормально, объясни. Глубокая штука. Глубокая штука, да, где не очень много слов, они несут какой-то сакральный смысл. И вот в нашей мантре конкретно 15 слов. Вот, то есть мы попоем о природе, о душе, о какой-то гармонии. Андрей, перебью тебя, да? Ты мне сказал до эфира прямого, вы отправили ваш клип, куда именно? Ну, на какой-то интернет-портал, на YouTube, да. на И Джокер. были комментарии, как обычно. Вот какие были комментарии? Ну, на удивление, негативных комментариев практически не было. А там обычно бывает всегда. Ну, зная аудиторию, да, и как вообще в интернете анонимным путем люди пишут комментарии. Вот. Нет, на самом деле комментарии нас не расстраивают, потому что люди отмечают то, что проделана была большая работа,
кому-то нравится музыка, кому-то нравится сам клип. Но есть комментарии, которые отражают недовольство количеством слов в песне. То есть их 15 слов. Их 15, да. Вот. Ну, на что мы можем сказать, ну, извините, в следующей песне будет слов побольше, если уж вы так хотите, да. И вот Дима молчит, сидит, все-таки человек, который монтировал, снимал. Дима — это наш клипмейкер. Вот. Теперь уже Скажи, официально. пожалуйста, долго ли снимал? Ты мне говорил, до эфира тоже, до съемки были, но и монтаж. Сняли мы достаточно быстро, где-то за дня два, и до съемки были дня два тоже, но это со временем все это было. Было очень все увлекательно, и ребят я знал достаточно давно, но мы так близко не общались, но после того, как мы начали вместе сотрудничать, работать, да. Теперь мы живем вместе. Не, реально, что ли, живете вместе? Да, и, ну, в общем, работа была очень классная, и все было в удовольствие, самое главное. Вот. Ну и песня, соответственно, как бы мне очень понравилась, и у меня тоже были свои идеи, мысли на этот счет. И мы совместным путем это все есть никаких сложностей превратили. нет? Абсолютно никаких. По технической части, Нет. при монтаже. Все было очень слаженно. Чики-пики. Да, все было очень круто. Но все-таки тебя не обидело то, что в комментариях иногда пишут определенные люди про этот клип? Да нет, у каждого свое мнение. Я считаю, что самое главное, что нравится нам. Во. Да. Вот. То есть мы от этой темы не так далеки, поэтому знаем, что да как. Поэтому я считаю, что ничего страшного. Ну вот, Евгений, а почему именно название творческой, все-таки, да? Творческие группы можно, да, сказать? Ну, наверное, можно, да, так творческая сказать? группа, Можно. так будет ближе. Почему именно Чупиковы и Мухи? Ну, это понятно, то, что фамилия, да? Созвучно просто. Созвучно. И интересно звучит. Ну, про вас нам рассказали, что вы очень суровый, бородатый мужчина. Но это не так, как мы знаем. Вы очень юморной и веселый человек. Ну да. Да. Ну, расскажите, пожалуйста, сколько лет вы в группе? В этой? Да. И года нет, наверное. Или есть? Ну, вот. Годик, наверное, вместе играем, да. Что вас зацепило? Андрей подошел к вам, сказал, давай работать. Меня зацепили голоса. Внешность. Я вообще очень хороший влюбил. По-дружески. Да. Да. А как проходит обычно после, например, концертов различных, Андрей, Оксана? Ну, мы частенько собираемся, допустим, у нас дома, и что-то пытаемся придумывать, что-то репетируем. Все это, естественно, под залихватские шуточки и раскатистый смех Евгения. С чашечкой чая? Как, С чашечкой как чая, всегда. да. Но вот Евгений предпочитает кофе обычно. Вот мы с Оксаной Покрепче, пьем чай. покрепче имеется в виду, да? Да, двойной эспрессо минимум. И вот у Оксаны хотел спросить, а все-таки сложная ли песня? Все-таки 15 слов, но ваше мнение? В плане именно В плане, не знаю... Пения? Да, пение. есть сложные моменты на самом деле. Например? Например, последний куплет, он достаточно сложный. Там нужно долго тянуть ноту. О чем-то обязательно надо думать, когда вы поете Конечно. эти песни. Обязательно нужно чувствовать настроение. Без этого никак. Мгм. Что вы представляете, когда вот поете эти песни? Ну, это, наверное, Ну, наверное, видеоряд это достаточно полно да. отражает. Интригу мы такую делаем, потом наши телезрители... Вот на самом деле в клипе отражено все то, что именно приходит в голову. Не знаю, наша якутская природа, мне кажется, в этом плане очень помогает. В таких мыслях. именно. Мы сделали такой анонс короткий для наших телезрителей. Андрей, вот можете сыграть сейчас какой-нибудь веселый? Я знаю, что вы не раз выступаете и поете различные песни. Можете сейчас импровизационно, мы это не репетировали, сыграть прямо здесь и Веселую? спеть песню? Да, любую. Итак, Женя, подскажи. Женя, нам нужна помощь залу. Помощь зала. Так, Любую песню. любую. Что, мы готовы? Это чистая импровизация, дорогие телезрители. Ага. Готовы? Давайте, да, добрую, веселую. В самый полный штиль и в самый сильный ураган ходят все море корабли. Может, это и понятно морякам, что такое океан любви. Этим смелым парням и беда, не беда,
путеводная им помогает звезда. Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте, девушки, домашних мальчиков, не стоит им дарить свою любовь, не стоит им дарить свою любовь. Браво, браво. Домашние мальчики — это те, которые комментировали, так мы скажем. И не дарите им любовь. Ну что, дорогие наши замечательные, мы увидим через некоторое время этот клип, который мы все ждем. Это будет презентация именно в НВК Саха. Мы первый раз показываем этот клип. Правильно? Или я ошибаюсь? Да, верно. Хорошо. У нас еще есть... А вот все-таки хотел спросить, да вот, и будут ли еще в дальнейшем клипы? Дима уже готов? Однозначно, да. Дима всегда готов. Например, в какую стезю мы, направление? Soul, джаз, блюз? Совершенно другой Манка. будет формат, потому что, ну, на самом деле, вот, допустим, в нашем коллективе, вот из 4 человек, в нашей творческой группе, у всех абсолютно разные музыкальные предпочтения. У нас есть, безусловно, что-то общее, вот, что нас объединяет, но в плане вот основных музыкальных предпочтений я, например, люблю очень тяжелую музыку. Это металл, западный в основном. Оксана любит диснеевские песни, сказочные, волшебные, мелодичные. Евгений любит шансон. Шутка. Нет, Евгений любит классический рок. Вот. А Дмитрий у нас предпочитает электронную музыку, транс, техно, вот такое направление. То есть мы, естественно, все это попытаемся совместить и, ну, вот на таком мозговом штурме выйдем в новый. Хорошо. Ну, большое спасибо, что вы к нам пришли. Мы обязательно покажем нашим телезрителям этот клип после рекламы. Не уходите никуда.
my girl. Hey, you know I like it. Shake your body, baby, do that conga. Shake your body, baby, do that Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Диско Dolls. Большое спасибо, что вы пришли к нам. Уже не повторяю это говорить всем гостям. А вы смотрите замечательную программу «Проспект Весна». Ну что, где наши самые-самые? Сардана. Давайте я всех представлю. Сардана Черкашина. Так, Алина Ксенофонтова. Яна Больницкая, если не ошибаюсь. Ударение правильно? Больницкая. Каролина Петрова. И Аня Бугаева. Очень приятно, большое спасибо. Так, ну что, Сардана, давайте я к вам сяду. Сюда, в наш скверик. Ну, такой первый вопрос, банальный и простой. Расскажите, пожалуйста, про ваш коллектив. Сколько уже вместе? Вместе мы, да, ну, коллектив вообще существует 4 года. Называется Disco Dolls. Мы танцевальный коллектив представителей современных направлений. Например? Вакинг, наш основной. Вакинг, что это у нас? Вакинг. Вакинг — это то, что вы в основном видели в нашем шоу, да? Одним из многих шоу. Вот вакинское шоу мы вам показали. Как заметили, наверное, наши зрители, да? Основная часть тела, которая нам нужны, это, конечно же, руки наши, да, красивые. То есть вакинг — это руками больше? Да, в основном. Ну, конечно, и все равно все тело танцует, но это основа. Но не тверк, как я понял. Нет, не тверк. Нет, тверк мы не танцуем, но там доли секунды где-то, может, в связочках можно будет добавить, но это не наш стиль основной, да? Сколько вас в общем в команде? В команде состав работает по возрастным как бы группам, да. Вот сегодня с нами взрослый состав, да, основной. Так звучит, взрослые. Да. И, получается, у нас есть ученицы наши, да, которые сейчас у нас занимаются тоже. И это у нас получается, ну, самая младшая 11 лет. Она здесь? Ее нету. Самая старшая, получается, 24. Да. 24, да. Но мы не будем говорить, кто это именно. Да. Смотри, Сардана, да, все-таки вы везде выступаете, по республике, и не только, наверное. Да. Где именно еще? Ну, последний раз, где я была, это фестиваль называется Ялта Summer Jam. Это, ну, вы понимаете, да, то, что представитель вакинг — это современные танцы. В современных танцах что бывает? Обязательно батлы. Да, да, Ялта Summer Jam — международный фестиваль. Также вы участвовали не раз. Помните, такой проект был «Битва стилей»? Да. И надеюсь, скоро он появится. Надеюсь на это. Ага, батлы. Да. Вот, последний фестиваль был Ялта Summer Jam.
И вот, раз уж мы заговорили о батлах, да, вот 31 мая будет отчетный концерт. Собственно, 31 мая. Собственно, Где наших будет? учениц, это будет в Европе. В Европе, да? клуб. 31 мая будет отчетный концерт, будет состоять из 2 блоков. Первый блок — это отчетный концерт, наше выступление. И второй блок будет проходить и в формате вечеринки, тусовочки, такой в виде батлов. Как это Батл, обычно да. бывает. Все-таки я бы хотел бы передать слово вашим ученикам. Расскажите, сколько вы уже занимаетесь и почему именно танцы? Здравствуйте. Все так точно. Ага, микрофон у вас не работает. Можете передать свой, пожалуйста. Да. Сколько? Полгода, как я Да, услышал. полгода. И какие успехи, достижения? Ну, я пока участвовала только в 2 батлах. Победили? Нет. Ну ничего. В следующий раз выиграет. Так, передайте микрофон. Оранжевый возьмите. Здравствуйте. Я занимаюсь в Disco Dolls 3-й месяц, вот получается, да, и в связи с этим у нас вот 31-го намечается отчетный концерт. Ага, мы уже 3-й раз говорим об этом. Да. Вот, я пока нигде не участвовала, все только Все вам начинается, нравится, да. любите Сардану, коллектив. Да. Отлично. Ну и, конечно же, мы передадим слово Алине. Да, слушаю. Ну, я в Disco Dolls не с самого начала, я пришла где-то, ну, спустя год, по-моему. Как это случилось? Я просто участвовала в факультетском конкурсе красоты, и Сардана меня заметила. У меня был тогда, ну, такой танцевальный номер, по-моему, и Сардана меня заметила и предложила вступить в команду. Я, конечно, не могла отказаться. Вот с тех пор я на каждом выступлении, на каждой репетиции просто работаем, вкалываем. Мне Отдаетесь очень по полной нравится, да. программе. Да. Если я не ошибаюсь, Яна. Яна? Каролина. Каролина, извините, пожалуйста. Всем здравствуйте, меня зовут Каролина. Я в Disco Dolls вообще с самого начала. Вот, с Вы вместе, Сарданой, да, получается, Сардана? Да, и с у истоков создания стояли. Да, уже столько лет как бы вместе занимаемся сейчас. В данное время я сейчас как бы не выступаю, я сейчас как бы больше отдаю себя как бы и работе, ну а также, конечно, я преподаю еще детям. Занятия тоже преподаю. А сколько стоит занятие? Вот у нас очень мало времени, скажите, пожалуйста. Ну, Сейчас, это как бы... да, это курс обучения идет у нас сейчас, 3000 в месяц. Нормально. Где? Мы сейчас арендуем на Ионского 8. Хорошо, ну скоро будете, я понял. Да, пока набора Большое нету. спасибо. Мы скажем еще раз, что 31 мая приходим все на отчетный концерт Disco Dolls. Всем большое спасибо, с пятницей! Ну и, конечно же, чтобы я обязательно приду и обязательно буду танцевать с вами. Хорошо. В коллектив возьмете? У нас там только чуть-чуть в девочки. конце. Хорошо. Девочки. Ну все, пока-пока!